И в начале Украины, где все происходящее напоминает коллапс. Не перестает радовать нас сосед удивительным, противоречащим логике развитием событий. Петр Порошенко призвал уйти в отставку генпрокурора и Кабмин. По словам президента, общество больше не доверяет ни ГПУ, ни правительству. Вся Украина вышла на акции протеста с требованием отставки Кабміна. Вулицями столиці нині знову ходили мітингувальники. Люди – це переважно пенсіонери і студенти. Под разными флагами, но с одним вопросом – где реформы? Верховная Рада Украины сегодня решает судьбу правительства. Юлия Тимошенко расплела косу, а каждая смена ее прически – признак очередных перемен на Украине. День гучних політичних рішень. Это правительство действительно делает то, что может, а может оно немного. Управлять страной – это не на Майдане дирижировать. Депутаты обсуждали правительственные реформы, но чаще новый имидж Юлии Тимошенко. И все-таки двойка. Работу правительства депутаты признали неудовлетворительной. Арсений Яценюк сегодня выступил в Раде с таким отчетом, после которого сам предположил, что в качестве премьера депутаты видели его в последний раз. Уряд прощається і залишається. Майже 4-годинні проводи у відставку Кабміну Арсенія Яценюка завершилися повним фіаско. На словах висловити недовіру урядові обіцяли і блок Петра Порошенко, і Батьківщина, і Радикальна партія, Самопоміч, і Опозиційний блок. Але на момент голосування депутати чомусь передумали і залишили неспроможний, за їхніми словами, уряд працювати і надалі. Голосов за отставку премьера Украины Арсения Яценюка не хватает. А Юлия Тимошенко все для того, чтобы поменять главу Кабинета министров, сделала сегодня. Даже косу расплела. Рада провалила відставку уряду Арсенія Яценюка. Кабмін тепер має імунітет до вересня цього року.